Поскольку во главе рабочей группы сегодня был министр ЖКХ и энергетики, к Алексею Колодезникову скопилась масса вопросов. И в первую очередь касаемо теплоснабжения. Вопрос по заготовке древесины, даже не говоря о попытках индивидуального строительства, здесь сложный. У нас дома стоят как музеи, мы в них не живем, поскольку отапливать нечем. Нам обещали подключение к центральному отоплению. Когда же это произойдет, поинтересовалась жительница села Сутуруха Полина Полушкина. В ответ глава профильного ведомства озвучил решение о подключении в этом году 43 жилых домов к центральному отоплению. Произойдет это к следующему отопительному сезону. Нехватка медперсонала и вообще узких специалистов, а вместе с тем и лекарств, их дороговизна стали основным вопросом на встрече с населением. Обеспечение медикаментами местной участковой больницы практически свелось на нет. В последние годы эта проблема стала резким стимулом для распространения многих заболеваний, считают сами жители. Слова собравшихся подтвердила фельдшер участковой больницы Валентина Слепцова. Сейчас у нас наблюдается вспышка заболеваний ОРВИ и ветрянкой, а меры принять мы не в силах, медикаментов попросту нет. В самом селе и аптечного пункта нет, а в Белогорской центральной аптеке закупать очень дорого, говорит она. Сокращенный штат патроната и нехватка других специалистов вызывает беспокойство у молодых семей, многие из которых многодетные. В погоне за здоровьем малышей им приходится постоянно выезжать то в центр Улуса, поселок Белая гора, а то и в Якутск. При этом проезд из семейного бюджета обходится ни много ни мало, а в 40 с лишним тысяч рублей. Между тем, по словам министра здравоохранения Александра Горохова, эти вопросы решаемы. Обеспечение лекарственными препаратами больниц реализуется в рамках соответствующей программы. Что же касается специалистов, в практике выездные группы в составе узких специалистов, которые оказывают помощь и обеспечивают диагностику на местах. По словам Горохова, выездные осмотры и лечение постоянно организовываются, нередко проводятся мелкие оперативные вмешательства по лечению катаракты, к примеру. Кроме того, для создания привлекательных условий для работы в арктических и северных улусах будет продолжена программа «Земский доктор». Не обошли стороной вопросы о необходимости строительства детского сада и обветшалой школы, а также социального многоквартирного дома. Село, насчитывающее около 300 жителей, пытается в условиях севера держать домашнюю скотину, но из-за отсутствия сенокосных угодий увеличить поголовье крупного рогатого скота не удается. Сегодня в Сутурухе лишь 9 голов. Между тем, здесь развивается клеточное хозяйство. На базе местной агропрофилированной школы содержатся племенные черно-бурые лисицы. Несмотря на все сложности, село в принципе в числе, если не передовых, то с положительной динамикой. С этого года начнутся мелиоративные работы на существующих угодьях. Есть возможность развить экологический туризм, рыболовство и местную продукцию производить. В целом, отчетом о деятельности правительства в прошлом году и поставленными задачами на год текущий население осталось довольным. Самое главное, как считают сами жители, это возможность напрямую обратиться к членам правительства, высказаться, задать вопросы, озвучить проблему и получить ответы. Вера Харитонова, Екатерина Соломова, ЕСИА, Абыйский улус.